Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас ищет? Кто хочет встречи с вами? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. Так и спросите. Кто меня ищет? Кто хочет встретиться со мной? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят своими руками, Так, какой интересный мужчина. Мои хорошие, это отсыпка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Видите, вот он стоит. Мужчина сильный, мужчина фартовый, мужчина, которому в последнее время очень сильно везет. Как у него все получается, у него денег много. Он возвысился за последнее время, за последние несколько месяцев, либо несколько лет. Высоко стоит, высоко. У него все есть, кроме любви. Да? Вот у меня все есть. Там крутая машина, не одна даже. У меня есть там квартира, дом. Я там красивый, здоровый, мускулинный. Меня все уважают, там, меня боятся, я авторитетный. Но вот любви у меня нет. Да? А без любви-то жизнь пустая. Никакие деньги, никакие блага любовь не заменят. Да? Нельзя любить за деньги. Это вообще совсем не то. Вот он о вас и думает. Как раз таки он вас и ищет. И в поисках своих, я вам так скажу, он очень успешен. Опять же, у него фарт. Видите, с левой руки у него подкова. Ему везет. И опять же, карман у него большой. Денег много. Да? А деньги в наше время практически решают все. Угу. Но мужчину вы этого точно знаете. Точно знаете. И у кого-то из вас так отыграется, что в прошлом вы чем-то были связаны. Опять же, девочки, отсыпка общая. Здесь пришел собирательный образ мужчины. У одних из вас отыграется, что с мужчиной с этим вы были близки когда-то давно, там, несколько месяцев назад, либо несколько лет назад. А у других отыграется, что с этим мужчиной у вас была встреча, было знакомство, что-то пошло не так. Да? Там не среагировал, либо вы куда-то быстро исчезли, да, либо там что-то еще повлияло, да, не получилось там ни договориться, ни телефонами обменяться, либо еще что произошло, да, вот бывает, такое в жизни иногда бывает. Вроде как и понравились, например, друг другу, но вот развела судьба, да, и все вот в шоке, а как же так? Бывает, все бывает. Что интересно, если вы с этим мужчиной в прошлом были близки, то этот мужчина о себе в вашей памяти оставил не самые лучшие воспоминания. Даже мог вас чем-то обидеть. И поведение у него такое было, знаете, вызывающее, достаточно агрессивное, либо наоборот очень пассивное. И так может отыграться. То есть он очень поменялся за то время, пока вы не виделись. Он очень преобразился, он стал успешным, он стал богатым. Знаете, возможно, у вас в прошлом и не случилось, потому что он был не готов к семье, либо не мог содержать семью, да, не смог бы потянуть семью. Вот, поэтому вы, например, и расстались. А может быть, этот мужчина в то время был и не свободен, да, и он такой, боюсь, как же так, да, не смогу я там развестись, либо жизнь не хочу свою менять. Что-то произошло. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Прошло много времени, да, и мужчина
поменял свою точку зрения. Либо сама жизнь этому мужчине открыла: будь у тебя там миллионы, миллиарды, будь ты самый там сильный, смелый и красивый человек в мире, но без любви жизнь не мила, жизнь не сладка, жизнь в тягость идет, когда нет любви. Вот, в таком ключе информация. Но вот вижу, что он о чем-то пожалел очень сильно. Пожалел, как осознал, как принял, как понял. И теперь он разыскивает вас. Для того, чтобы перед вами раскрыть все свои чувства, раскрыть все свои карты, в чем-то сознаться, признаться. Опять же, вам что-то предложить он хочет. Но почему-то показывают, что деньги он хочет вам предложить. Не могу понять, почему деньги. Нет бы предложил руку и сердце, да, девочки? А он тут деньги вам хочет предлагать. Сейчас посмотрим. То есть, грубо говоря, он вас разыскивает для того, чтобы предложить вам вот этот свой большой карман. Ну и опять же показать, что смотри, вот он я, какой красивый стал. Да, либо я красивый, еще и деньги у меня есть, да, бери меня в таком ключе. Сейчас карты нужны, так сложно понять. Мало подробностей, но вот 2 фрагмента. Вот она вы, вот он. У него подкова в левой руке и карман, а у вас подкова над головой. То есть вам совсем скоро очень сильно повезет. Возможно, даже когда вы с ним встретитесь, да, это и будет везение. Хочу понять, почему он деньги вам будет предлагать. С какой такой статью, с какой целью, даже не статью, а с какой целью он будет предлагать вам деньги. Так, ну цель хорошая, ничего плохого здесь нет. Может быть, у вас какие-то финансовые трудности, сложности, и он об этом узнал, от кого-то узнал, например. И он такой, ну вот, дам тебе денег, реши свои проблемы, и будем счастливы, да, я тебе покажу, какой я классный. Да, он что-то про вас узнал, от какой-то женщины узнал. Женщина, кстати, рыженькая. Ну, либо волосы, там, может быть, каштановые, с рыжим отливом. Да, денег он хочет вам дать. Деньги — это предлог, чтобы появиться перед вами. То есть он такой думает, ага, я к ней приду и скажу, я знаю, что у тебя есть проблема, и я хочу тебе помочь. Вот тебе деньги, реши свою проблему. Вот в таком ключе. То есть он покажет свое благородство, он покажет, что он, да, крутой, успешный, у него денег много, и типа вы должны расставить и упасть к нему в объятия. Какая-то рыженькая женщина, либо волосы с рыжиной, сообщила ему, что у вас проблемы, и вам как раз-таки денежная сумма нужна, как стабильности в жизни нет, да, как якорь, да, болтается. И он такой думает, вот, подарю я эти деньги, и все решится. Интересный персонаж, очень интересный. Вот теперь, кстати, понимаю, почему у вас под ногами гриб большой. Видите, вот он гриб. Как раз у вас под ногами, а над головой подкова. Он решит вашу проблему с деньгами. Эта женщина ему проболталась. Хорошо, давайте посмотрим его истинное намерение. Помимо дать вам денег. Но он прячет свое истинное намерение. Прям не просто прячет, скрывает. Сразу не расскажет о своем истинном намерении. Не расскажет. Там время должно пройти. Время. Он спешить не будет. Опять эта женщина выходит, а? Так, сейчас еще посмотрим. Ага. Поняла, почему так. Он сразу вам о своих намерениях не скажет. Спешить он не будет, он будет закрывать свои истинные намерения. Он придет как добродетель. Вот типа, я хочу тебе помочь, вот тебе деньги. И дальше он будет за вами наблюдать, да, вот как вы поступите, как вы к нему отнесетесь. То есть ему тоже важно проверить, есть ли у вас чувство к нему. Если у вас к нему чувство. Как только он это проверит, не знаю, как он это будет делать, конечно, но как-то будет, тогда он перед вами, девочки, откроется. Может, у него какой-то там свой есть тест, как проверить. Ничего, увидим. Вам бояться нечего. Так, еще один важный вопрос.
Зачем это все, да? Зачем это все? Зачем вам эта встреча? Звезда. Ну, во-первых, избавиться от одиночества по звезде. Во-вторых, действительно выйти из очень сложной ситуации, потому что это перекресток, это и коса, это сложная ситуация в вашей жизни. Ну и в-третьих, обрести истинного и верного друга в лице этого мужчины. Понимаете, девочки, любовь любовью, но другом он вам станет. Вот как ни крути, видите, после дружбы у вас и семья образуется, да, либо пара образуется. Но опять же, решать будете вы и только вы. То есть, смотрите, он вас ищет, потому что забыть вас не может. Либо он вас ищет, потому что узнал, что у вас есть какие-то проблемы. У него есть деньги, у него все есть, а вот любви у него нет, да, не хватает любви. Поскольку вы в прошлом оставили неизгладимый след в его сердце, да, узнав о том, что вы, например, свободны, либо узнав о том, что у вас проблемы, даже если вы, например, там в браке находитесь, от какой-то женщины узнал рыженькой, он ищет вас, чтобы вам в первую очередь помочь. Помогая вам, он будет смотреть на вас, изучать вас, на вашу реакцию, на ваше поведение, на ваши отношения. Ну, если он вам даст денег, и вы такая раз там скинули одежду, и Ваня, я ваша навеки, то понятно, что вы этот тест, эту проверку не пройдете. Вот, он будет на это смотреть. Вот, когда он поймет, что вы остались прежней, тверды в своих идеалах, совестливая, открытая, не меркантильная, а действительно любящая, умеющая любить, ищущая своего счастья, вот тогда он перед вами откроется. То есть войдет он в вашу жизнь как друг, но чуть позже он признается вам в своих чувствах. На самом деле за вас я безумно рада, потому что у вас под ногами гриб, да, вот он гриб под ногами и большая подкова над головой. Это очень хорошие знаки, знаки крутых перемен в жизни. С его стороны вот оно сердце, а с вашей стороны единичка. Вы себя почувствуете очень значимой персоной, да, что вы действительно значимы, вы интересные, что мужчина вас любит, мужчина к вам тянется, что вы представляете ценность, да, для мужчины. Он даст вам эти ощущения. Не просто вам об этом скажет на словах, он даст вам эти ощущения. Видите этот огонечек? Это огонечек любви, который между вами разгорится и превратится в огромный костер любви. Девочки, все со временем, все поэтапно будет происходить. Я даже вам скажу приблизительно сколько, 3 периода времени. У кого-то 3 недели, а у кого-то 3 месяца. От этого маленького огонечка до этого огромного костра любви между вами. О мужчине, об этом мужчине вы сейчас вообще не думаете. А даже если вспоминаете, то как-то крайне редко, и то, когда прям совсем вы там о нем напоминают вам, либо вы, может быть, какие-то старые фотографии просматриваете, да, либо кто-то там упомянул в разговоре об этом мужчине. И то у многих отыграется, что вы даже о нем не вспоминаете. А вот он вас никогда не забывал. Никогда. Ну, он вам и сам это все расскажет. Идет к вам, девочки, тот, и ищет вас тот, кто вас ни на день не забывал. А у него тут перед вами еще и чувство вины есть, и желание вам что-то доказать. Ну вот как раз-таки идет и покается, и докажет то, что хотел, и поможет. Все будет, девочки, все будет. Если вы не захотите с ним отношения выстраивать, то вы очень хорошими друзьями будете, но он все равно будет испытывать к вам любовь. Вот как ни крути, любить будет вас. Но мне почему-то кажется, что вы ему ответите взаимностью. Ну, потому что он вам единичку подарит, да? Он вам откроет, какая вы значимая женщина. Вот прям на руках будет вас носить. И столько любви, столько обожания, столько почитания вы ни от одного другого мужчины никогда раньше не получали. Вот это точно. Потому что, единичка очень большая у вас выходит. Но опять же, подкова над головой, девчонки. Вы будете считать, что вам очень сильно повезло. Очень сильно. Вы и проблему свою решаете, закрываете. И плюс такого крутого мужика рядом с собой получаете. Я за вас рада. Я за вас безумно рада, девочки мои.
И пусть поскорее это все исполнится. Он уже где-то рядом, потому что 2 четких фрагмента показали. Это вашу встречу показали, видите? Без лишних каких-то подробностей, потому что встреча уже на носу. Вот-вот она произойдет. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.